Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». В студии Полина Вивденко. О самых заметных событиях Сосногорского района в репортажах наших корреспондентов. Вначале коротко о главном. Чистое поколение. В республике стартовала межведомственная оперативно-профилактическая операция. Никто не забыт. Сосногорский район вновь присоединится к всероссийской акции «Диктант Победы». И быстрее, выше, сильнее. Школьники муниципалитета соревновались на президентских играх. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым в мире человеком, который совершил полет в космическое пространство. Этот исторический день стал одним из главных российских праздников. В Сосногорске именем героя названа площадь, на которой расположен памятник «Гагарин с детьми». Он является одной из старейших достопримечательностей Сосногорска. Скульптура установлена в 1962 году по случаю годовщины исторического события и изображает Юрия Гагарина в окружении детей. Сегодня на площади устроили мероприятия для ребят из среднего звена школ номер 1 и номер 2, которые находятся неподалеку. Школьники подготовили стихи о первом космонавте, а советники директоров рассказали о его легендарном полете. Ракета в космос понеслась. Вот это был рисковый парень. С тех пор эпоха началась. Эпоха странствий и открытий, прогресса, мира и труда, надежд, желаний и событий. Теперь все это навсегда. Сегодня мы собрались на нашей замечательной площади у памятника, чтобы вспомнить и напомнить ребятам, какой сегодня праздник, чтобы они могли гордиться нашими космонавтами и старались хорошо учиться и быть достойными гражданами нашей великой России. Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, проходили в сосногорских школах всю неделю. 26 апреля жители Сосногорска вновь напишут «Диктант Победы». Организаторами всероссийской акции ежегодно выступает партия «Единая Россия». Диктант представляет собой набор вопросов с вариантами ответов. Участникам пригодятся знания по истории, именам, датам, названиям, а также связанные с творчеством, посвященным событиям Великой Отечественной войны. Очень приятно, что для молодежи и для взрослого населения есть такая акция, как «Диктант Победы». Даже представить себе, что молодое поколение окунутся в атмосферу воспоминаний о Великой Отечественной войне. Это здорово. Участвовать в этом диктанте мы, старшее поколение, тоже участвуем и всегда волнуемся, потому что знать о Великой Отечественной войне все от и до невозможно. Я отношусь к данной акции очень положительно, и мы стараемся сами каждый год в ней участвовать. Да, возможно, у нас не всегда получается добиться тех результатов, которые бы мы хотели, но, по крайней мере, мы таким образом можем найти те самые точки, да, где мы немножечко чего-то не знаем, и восполнить свой багаж знаний для того, чтобы уже в следующем году этот диктант Победы написать более удачно. Написание диктанта пройдет в учреждениях образования и культуры. Диктант Победы направлен на изучение истории Великой Отечественной войны и повышению исторической грамотности. Диктант будет проходить на базе Центральной библиотеки и городской детской и юношеской библиотеки. Также проверить свои знания сосногорцы смогут и в Доме детского творчества, а школьники пройдут тестирование в своих образовательных учреждениях. Напомним, акция пройдет 26 апреля в 12:00. В Республике Коми стартовал первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024». С 8 по 17 апреля сотрудники полиции города Сосногорска совместно с медицинскими работниками проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. Подробности далее. На профмероприятиях сотрудники ведомства проводят беседы со школьниками и молодежью. Они рассказывают о существующих мерах наказания за незаконный оборот наркотиками и, конечно же, о последствиях, которые влечет за собой употребление психотропных веществ. На неделе мы посетили, если я не ошибаюсь, 3 или 4 учебных заведения в нашем городе. Провели профбеседы начиная с 7, если не ошибаюсь, класса, заканчивая 11. Вместе с фельдшером скорой помощи, получается.
И также презентация была, она поясняла то, что, ну, там, скажем, курение, это вредит здоровью, алкоголь, а мы именно по сфере наркотиков работали. И рассказывали, то есть и показывали видео, снятое МВД, где на настоящем примере как бы люди несовершеннолетние, которые совершили преступление в сфере наркотиков, где уже сидят и отбывают наказание. Сотрудники полиции отмечают, что ребята активно идут на контакт, задают вопросы и придерживаются позиции здорового образа жизни. У них такой вот принцип, то, что ну, это не надо. Вот. Самое главное. Также ранее прошла акция «Сообщи, где торгуют смертью». Стоит отметить, что за время ее проведения в МВД Республики Коми поступило порядка 60 обращений от граждан, в том числе и по нашему району. МВД России по городу Сосногорску напоминает, что сообщить о фактах незаконного оборота наркотических или психотропных веществ, а также о лицах к нему причастных вы можете круглосуточно в дежурную часть полиции по номерам 02 или 102 с мобильного. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорский район постепенно приходит весна. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы во взаимодействии с управлением по делам ГО/ЧС и администрацией муниципалитета проводится подготовка к весеннему половодью и пожароопасному сезону. Подробнее по теме начальник отдела Егор Попов. У нас на территории района имеются пункты временного размещения. На данных пунктах временного размещения у нас проведены профилактические визиты, в том числе проверено соблюдение требований пожарной безопасности, вот, то есть чтобы объект соответствовал соблюдению всех норм и правил. Вот. Также у нас на территории района состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, вот, на котором рассмотрелись как раз вопросы подготовки к весеннему половодью. Вот. Ну и также подготовки к пожароопасному сезону. То есть, как правило, после весеннего половодья у нас начинается пожароопасный сезон. Вот. Как и в прошлые годы, скорее всего, пожароопасный сезон у нас будет объявлен на территории республики в конце апреля, в начале мая. Вот. Но, опять же, пожароопасный сезон – это не является сезоном, который вводится именно особый противопожарный режим. То есть, особый противопожарный режим будет введен немного позднее, в зависимости от погодных условий. Вот, соответственно, и при особом противопожарном режиме у нас будут введены дополнительные требования пожарной безопасности. Вот, и это такие, как и в прошлом году, запрет на сжигание мусора, отходов, вот, проведение каких-либо огневых работ. Вот, и, соответственно, чтобы предотвратить возникновение вот этих наших пожаров, именно в весенний период, когда у нас начинается пожароопасный сезон, это горение сухой травы, горение сухой растительности. Вот. Особенно актуальна эта информация, актуально это все для дачных обществ, потому что люди начинают выходить в дачное общество, подготовка, соответственно, к посадке, вот, и, соответственно, совершают, так скажем, путем уничтожения, да, при помощи огня тех же пожнивных остатков, которые были в прошлом году. Вот, и, соответственно, не соблюдая элементарных правил пожарной безопасности, то есть начинают сжигать вот этот мусор на открытой территории, несмотря что сухая трава воспламеняется и может перейти, соответственно, на их дачные домики, на хозпостройки. Вот, поэтому при сжигании вот этих, опять же, мусоров и отходов необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности. И опять же, повторюсь, если будет объявлен особый противопожарный режим, это в зависимости от погодных условий, то будет введен запрет на сжигание мусора и отходов. А теперь о других новостях короткой строкой.
Электронные дневники и журналы школьников будут доступны только через госуслуги. На обновленную систему электронное образование перейдут все образовательные организации республики с 30 апреля. Позаботиться о создании учетной записи необходимо заранее. Подростки старше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале самостоятельно. Детям младшего возраста завести аккаунт могут родители. По поручению Владимира Путина ежемесячные выплаты классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах увеличат вдвое. Это коснется педагогов населенных пунктов, где живет менее 100 тысяч человек. Также по поручению президента с 1 сентября ежемесячную надбавку в размере 5000 рублей будут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. В Коми пособия на покупку продуктов получили около 5700 беременных женщин и малообеспеченных кормящих матерей. Эти меры поддержки по поручению главы республики с начала года увеличены сразу в 10 раз до 10 тысяч рублей. За 3 месяца этого года пособия на покупку продуктов получили свыше 3500 будущих мам, на 391 женщину больше, чем за такой же период 2023 года. В Сосногорске состоялся муниципальный этап президентских спортивных игр. Это ежегодные соревнования по нескольким спортивным дисциплинам, в которых принимают участие школьники. За призовые места боролись 8 команд, представляющих школы Сосногорского района. В первый день игр ребята соревновались в настольный теннис. За ракетки взялись девочки в возрасте 14-15 лет. Президентские игры состоят из мини-футбола, настольного тенниса, в котором участвуют только девочки, в мини-футболе только мальчики. Дальше у нас будет, завтра днем у нас пройдет волейбол, там уже будут смешанные команды участвовать. И в пятницу у нас будет баскетбол, который пройдет по разным школам. В одной будут мальчики, в другой будут девочки. Они будут между собой соревноваться. Стоит отметить, что во многих школах столы для настольного тенниса стоят в рекреациях, чтобы дети могли играть на переменах. Тем проще им было на президентских играх. Я летом играю в него с папой, и в школе на переменах мы играем. Мне достаточно нравится этот вид спорта, потому что он интересный. На переменах приходим, занимаемся в спортзале. Я еще училась раньше дома заниматься, у меня была собственная ракетка, и поэтому я достаточно умею играть. Главное натренироваться, а так все просто. Ничего сложного нет. Что касается баскетбола и волейбола, многие школьники района занимаются в секциях и участвуют в соревнованиях по этим видам спорта. И к президентским играм ребята вместе с учителями физкультуры готовились всерьез. Мы начали готовиться за 2 недели. Сыграли мини-футбол. Сегодня играем в настольный теннис. Готовились на переменах, ребята приходили, играли в настольный теннис. На секции приходили, готовились по другим играм. Ребята настроены на борьбу, будут стремиться занимать лучшие места. Победители муниципального этапа соревнований отправятся на следующий республиканский. И в завершении выпуска коротко о погоде. В ближайшие дни температура воздуха в Сосногорске будет от -4 до +9 градусов днем и от -10 до +4 ночью. Переменная облачность, временами усиление ветра. Возможен гололед, будьте осторожны. На этом пока все. Увидимся в ближайших выпусках нашей программы. Хороших выходных и до встречи! Детям нельзя разжигать печь самостоятельно. Если тебя оставили в доме, где топится печь, не закрывай заглушку. Нельзя ничего класть на печку. Загорится. Всегда соблюдайте простые правила, а в случае опасности звони в 112. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.